Напряжение в отношениях с Турцией в годы Второй мировой войны, взявший курс на так называемый враждебный нейтралитет по отношению к СССР, приводит сталинское окружение к мысли о необходимости усилить свои позиции на юге страны, зачистив его от мусульманских общин. Следствием этого становится цикл репрессий против малых народов, которые власть решает переселить. Один из них, ингушей, депортируют в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. А спустя уже 12 лет во времена хрущевской оттепели реабилитируют. Но, возвращаясь на историческую родину, репатрианты выясняют, что границы их районов изменены, а территория перераспределена между соседними республиками. Требование репрессированных восстановить историческую справедливость приводит к обострению их взаимоотношений с другими этносами. А 31 октября 1992 года переходит в фазу кровопролития, спровоцировав осетино-ингушский конфликт. Истоки противостояния двух народов коренятся в дореволюционном прошлом. Миграция на Кавказе в XVIII веке приводит к размытию границ между ареалами их расселения. А после присоединения региона к России – к утрате ингушами многих земель, которые они считали своими, а царский режим – общими. Так в регионе появляются поселения казаков. Ситуацию меняет революция 1917 года, которую кавказцы поддерживают, взамен гарантии стать полноценными хозяевами округи. Но когда гражданская война завершается поражением для казаков, выступивших против новой власти, большевики решают поделить их земли между сразу несколькими этносами. А территории, на которые претендовали ингуши, включая Владикавказ с окружающим его пригородным районом, в итоге передают осетинам. Вслед за серией убийств в октябре 1992 года с участием ингушских активистов и представителей силовых ведомств Осетии противостояние в регионе набирает обороты и переходит в стадию боевых действий, которые сопровождаются грабежами, захватом заложников, изнасилованиями, разрушением домов и убийствами. В итоге 1 ноября президент Борис Ельцин вводит в зону конфликта федеральные войска, а на территории мятежных республик создает временную администрацию, во главе которой становится вице-премьер правительства России, уроженец Симферополя Сергей Шахрай. После прекращения огня за дело берутся представители следственных органов из Москвы. По данным прокуратуры, в ходе боевых действий погибает, получает ранения, исчезает без вести 1155 ингушей и 534 осетина. 13 из 15 мусульманских сел в пригородном районе, который стал предметом конфликта, разрушаются. Но главным потрясением для региона становится волна беженцев. В результате кровавых событий ингушское население Владикавказа и его окрестностей, всего 30 тысяч человек, почти целиком покидают Осетию. Часть этих людей удается вернуть, но во многих местах столкновения между враждующими сторонами возобновляются. Тяжелую ситуацию еще больше осложняет конфликт между Москвой и Тбилиси, в результате которого в пригородном районе появляется все больше осетин, которые вынуждены покинуть Грузию. При этом ингуши обвиняют оппонентов в затягивании процесса возвращения мигрантов, на что получают один и тот же ответ из Владикавказа. Число беженцев, которые покинули эти края, завышены, а представители двух этносов к существованию и примирению на спорной территории не готовы по-прежнему.